Всем привет! Сегодня с нами в эфире Владимир Владимирович. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер. Могли бы вы немного рассказать о себе? Ну, как вы и сказали, меня зовут Владимир, я архитектор, преподаватель, иногда научный сотрудник, преподаю в Сатпаев университете различные предметы, связанные с архитектурой. В первую очередь хотел бы спросить у вас, что такое архитектурная фотография и чем она отличается от других жанров? Архитектурная фотография, как, собственно, следует из названия, это жанр фотографии, который в первую очередь занимается архитектурой, архитектурными объектами. Чтобы лучше понять, что это такое, наверное, нужно немножко шире раскрыть само понятие архитектуры. Такое самое обычное, самое распространенное понятие – это создание пространств. Да? То есть архитектура – это такая область, в которой специалисты создают пространство, проектируют, руководят их строительством и так далее. И, собственно, любое рукотворное, да, любое антропогенное пространство может быть объектом для архитектурной фотографии. То есть таким образом она сочетает в себе частично такую документальную съемку объектов архитектуры, частично сочетает в себе уличную фотографию. Это могут быть художественные снимки, это могут быть какие-то рекламные снимки и так далее. Далее хотел бы перейти к следующему вопросу и спросить у вас, в чем же заключается креативность в архитектурной фотографии? Ну, если говорить именно о креативности, то тут есть несколько направлений, которые, скажем так, можно сформулировать в этой области. Первое – это, собственно, непосредственно во время съемки можно проявить интересные подходы к выбору ракурса, к тому, как создать условия съемки. Да? Иногда можно во время съемки использовать какие-то интересные эффекты. Вот многие современные фотографы используют интересные какие-то предметы, фильтры, не знаю, мыльные пузыри и так далее, какие-то интересные эффекты во время съемки. Некоторые фотографы используют интересное оборудование, такое как дроны, или, например, есть специальные объективы или специальные штативы и так далее. То есть есть специальное оборудование, которое может помочь сделать снимок более интересным, креативным. Можно проявить креатив в том, как собрать снимки. Да? То есть есть такое целое направление концептуальной фотографии, его основали супруги Бехер, и они снимали промышленные здания со строго одинакового ракурса, со строго одинаковым кадрированием и составляли из таких вот очень похожих снимков коллажи. Это вот одно из интересных направлений современной концептуальной фотографии. Можно интересным образом обрабатывать фотографии, да, добавляя каких-то элементов, добавляя цвета или наоборот убирая цвет, то есть добавляя определенного видения этим фотографиям. Можно в ходе такой обработки кардинальным образом менять фотографии, то есть заниматься уже фотомонтажом, а не фотокоррекцией. Это, можно сказать, еще одно направление. То есть на самом деле достаточно много разных способов создать такой необычный креативный снимок. И следующий вопрос. Какие приемы помогают сделать снимок уникальным? Ну, в принципе, мы об этом уже, можно сказать, и поговорили, потому что уникальность снимка во многом связана с креативностью подходов к его съемке. Ну, на мой взгляд, самое первое, что нужно, это увидеть объект, да, то есть увидеть его как-то интересно, как-то по-новому. То есть уникальность снимка прежде всего в уникальности автора. То есть если автор обладает определенным своим индивидуальным взглядом, то и снимок будет уникальным. Вот. Выразить эту уникальность в первую очередь, на мой взгляд, можно через подбор интересного ракурса, интересных условий съемки. Это самое такое, на мой взгляд, чистое и интересное направление именно в архитектурной фотографии, потому что если мы, скажем так, уже работаем с другими приемами, это уже больше связано с какими-то техническими моментами, техническими приемами и так далее. Какую роль играет архитектурная фотография в восприятии и популяризации архитектуры? На самом деле очень большую роль, поскольку, собственно, люди
которые, по крайней мере, не слишком много путешествуют, узнают об архитектурных объектах, об их существовании и о том, как они выглядят по каким-то медийным материалам. Во многом и за счет фотографий. В общем-то, и раньше было, и сейчас даже, несмотря на то, что появились другие форматы, такие как видеоформат, да, или там 3D-модели, фотография остается одним из наиболее важных средств передачи визуальной информации. Вот. И многие архитектурные объекты, они строятся в отдаленных местах, в труднодоступных локациях. И посмотреть их все невозможно, да, и мы узнаем об архитектуре во многом за счет архитектурных фотографий. В архитектурных журналах, в различных сайтах и так дальше мы все это воспринимаем через фотографии. И от того, как фотограф снимет объект, зачастую зависит то, как мы будем воспринимать его в своих мыслях и в своих образах. Вот. У нас, скажем, таких исторических примеров не очень много, потому что у нас в регионе, в бывшем СССР, в СНГ, фотография развивалась несколько иначе, чем в остальном мире. В остальном мире, благодаря каким коммерческим процессам, она развивалась несколько иным образом. Вот. Но в мире, например, многие из известных фотографов стали таковыми благодаря тому, что они прославили, да, определенную архитектуру, определенных авторов и так дальше. То есть, например, Люсьен Эвре, он работал с Ле Корбюзье, да, и он показал его архитектуру так, что она стала привлекать к себе больше внимания, ее полюбили миллионы и так далее, да. То есть фотографы, они сыграли большую роль в популяризации архитектуры и в том, что обычные люди, скажем так, начали воспринимать нечто интересное и стоящее внимания. Далее хотел бы спросить у вас, как давно вы занимаетесь архитектурной фотографией и что вас привело в этот жанр? Ну, вообще фотографией я занимаюсь достаточно давно, примерно лет 15. Именно архитектурной фотографией я начал заниматься 4 года назад. В это время у нас в институте на кафедре стал подниматься вопрос, наш директор Куспангалиев Балтар Ханович поднял вопрос о том, что такой предмет мог бы быть в программе архитекторов, и он мог бы быть интересен для того, чтобы развивать у студентов-архитекторов видение архитектуры, способность уловить какие-то детали, понять какие-то нюансы и так далее. Вот. И когда этот вопрос стал подниматься, собственно, стал вопрос о том, кто из преподавателей интересуется фотографией и может такой предмет вести. Я очень заинтересовался этой темой. И вот в последующие годы создал программу этой дисциплины, материалы по этой дисциплине, и сейчас продолжаю ее вести. Она дает свои интересные плоды и результаты. И, соответственно, вместе со студентами изучаю эту область, потому что она имеет очень много своих граней, своих интересных деталей. Поэтому я расту и развиваюсь вместе со студентами. Надеюсь, у меня получаются интересные снимки. Также хотел бы спросить вас, есть ли у вас любимый кадр или проект, которым вы особенно гордитесь? Ну, любимый кадр – это очень сложный вопрос. Фотография – это такая область, в отличие, может быть, от живописи и рисунка, когда архивы составляют там тысячи, иногда десятки тысяч кадров, и выбрать из них прям какой-то вот прям самый любимый очень сложно. Очень много любимых кадров, очень много интересных моментов, каких-то удачных, каких-то, может быть, с трудом и любовью выбранных. Поэтому выбрать прям любимый кадр сложно. Есть несколько как бы таких проектов, да, которые я мог бы выделить из остальных работ, потому что когда фотографии формируются в некую последовательность, в некую серию, это уже заставляет воспринимать как нечто особенное. Наверное, самым таким сформированным и любимым для меня является проект, который был связан с вышками линий электропередач
это такие металлические конструкции, и у меня как-то возникла идея снять все доступные такие объекты с определенного ракурса, снизу вверх, с такой простой четкой композицией. И вот из них у меня сложилась такая интересная серия, которая потом, скажем так, переродилась в более глубокую, в какую-то более философскую интерпретацию. То есть вот эта вот такая решетчатая структура, такая черно-белая подача и так далее, они у меня вызвали какие-то такие драматические отголоски, когда у нас в университете мы готовились к празднованию, точнее не к празднованию, а скорее к тому, чтобы отметить День памяти жертв репрессий. Был запрос на то, чтобы сделать какую-то выставку к этому мероприятию, и вот у меня сложилась, скажем так, образная идея, что вот эта вот серия, она могла бы быть такой определенной интерпретацией судеб, трагических судеб людей, которые в свое время от этих репрессий пострадали. И вот родилась такая выставка о репрессированных. Вот, наверное, она, на мой взгляд, самая такая сформировавшаяся, потому что в целом другие серии, они более продолжающиеся, то есть я продолжаю над ними работать, я продолжаю их собирать, то есть есть еще несколько серий, которые продолжают свое развитие и формирование. Как вы считаете, меняется ли восприятие зданий через объектив камеры по сравнению с живым наблюдением? Это очень сильно зависит от самого фотографа. То есть есть фотографы, целью которых является передача той атмосферы или того видения здания, которое существует на самом деле. Есть фотографы, которые, наоборот, пытаются как-то поиграть с восприятием и создать некую иллюзию. Поэтому и так может быть. Есть замечательные примеры. Например, вот Иван Баан, это один из таких наиболее известных современных архитектурных фотографов. Он славится как раз тем, что он может передать то восприятие здания и городской среды, которое существует на самом деле. Да? То есть он умело включает в кадр людей, которые занимаются каким-то специфическим делом, какие-то объекты, машины, какие-то природные объекты и так далее, таким образом, что создается вот определенная атмосфера, которая передает дух места, что называется. Также хотел бы спросить у вас, что для вас самое важное в этом виде искусства? Для меня самое важное – это возможность выразиться, самовыразиться, как и в любом виде искусства. Искусство может быть очень разным для тех, кто его воспринимает, и может как бы иметь разные цели и задачи с точки зрения тех, кто его воспринимает. Но с точки зрения автора, с точки зрения, скажем так, художника, искусство – это всегда способ самовыразиться. Это определенный язык, который позволяет передать то, что чувствуется, то, что видится и так далее. И, соответственно, для меня вот архитектурная фотография – это мой способ передать то, как я вижу окружающее пространство, окружающие архитектурные объекты, то, какими они есть, или то, какими они могут быть. То есть я вот не придерживаюсь какой-то единой концепции. Иногда мне нравится то, каким объект выглядит на самом деле, и я передаю это. Иногда я начинаю видеть что-то свое в этом объекте, и в таких случаях я могу создать какую-то аллюзию или какой-то, скажем так, искусственный визуальный образ. Спасибо вам большое, Владимир Владимирович. Хотели бы пожелать вам удачи, успехов и до свидания. Всего доброго, успехов!